Здравствуйте, это программа «Ваша правда», я Давид Саховарелидзе. Сегодня мы говорим о деле Ислама Умар-Пашаева. История Умар-Пашаева получила широкую огласку после журналистского расследования НТВ. Хотя программа была показана только на Дальнем Востоке. Остальная Россия сюжет так и не увидела. Умар-Пашаев утверждает, что около 4 месяцев незаконно содержался прикованным в батарее на базе ОМОН Чечни, где его готовили на результат. В Чечне это означает, что в нужное время труп человека будет выдан за тело убитого повстанца. Сейчас мы свяжемся с самим Исламом Умар-Пашаевым, местонахождение которого тщательно скрывается, исходя из интересов его же безопасности. Приветствую вас, господин Умар-Пашаев. Благодарю за участие в программе. Спасибо. Во-первых, почему вы скрываетесь? Кто вам угрожает и насколько серьезны эти угрозы? Я скрываюсь от чеченских силовых структур, так можно сказать, от похитителей моих. И чтобы еще раз они не похищали и не попал в такую беду, как раньше, как содержался 4 месяца. И они, чтобы там не убили меня. И поэтому я вот нахожусь здесь, скрываюсь от них. Расскажите свою историю. С чего начались ваши проблемы? Я так в Грозном жил с 2005 по 2009. А до того, где вы жили? Ну, до того я в Шелковском районе, Чеченской Республики, в Шелковском районе, я в Червлене жил, там по хозяйству занимался, винограды там еще у нас были гектарами. И потом мы переехали, чтобы там заработать, там уже невозможно было заработать, там никаких там средств, каких-то перспектив не было. И потом переехали в Грозном. Потом я там работал строительным. И потом в 2008 году, как началась у меня эта беда. Что же случилось? Случилось, похищали 3 дня, держали, пытали. И потом... Почему? Почему это можно сказать? Сейчас, секунду. Я когда ехал со своим другом, мой друг занимался таксистом, и потом я сел на ту машину, которую таксовал мой друг. Потом мы ехали, я тот день хотел себе купить одежду, еще там на Новый год, уже зима была, зимняя одежда. Мы ехали, мы по дороге посадили 2 мужчин там, подростки там были. Они сказали до центра отвезти их. Мы ехали по дороге, как мы остановили машину там, как они сказали, тут остановите где-то там в центре. Тут же схватили нас, которые, моего друга и меня, а тех, которые там сидели, они вообще могли скрыться, мы вообще нас окружили там масками, без масками были. То есть тех 2 так и не поймали? Да, я не знаю, они так специально сделали, если они были бандиты, они уже могли бы сразу бить их там, как нас поймать. Это было подстава, честно сказать. И из-за этого, по вашим словам, вы получили 7 месяцев? Я не 7 месяцев получил, год колонны получил, я 7,5 месяцев отбыл срок условно-досрочно за хорошее там поведение. И в чем же конкретно вас обвинили? 208 статья незаконно вооруженное участие, то есть пособничество незаконно вооруженных формирований. Если вы невиновны, почему вы подписали признательные показания? Да, я подписал под пыткой это показание, потому что я не мог воздерживаться, уже у меня здоровья вообще не было. Я уже несколько раз сознание терял там токами, с дубинками, все что угодно они пытали. И в чем же вы конкретно признались?
все что угодно, целый там оружие, там все что угодно, радиостанции. Я даже не знаю сейчас тоже, что такое радиостанция, у меня приговоры сейчас тоже там написано. И там какие-то посты, типа я видел, там у нас в машине был. А этот посты они ложат каждому человеку, который на результат они ловят. И вот я подписал эти бумажки потом. Я ничего не мог сделать, потому что... А зачем это нужно было милиции? Это нужно было, можно сказать, как вот они, такие результаты они делают, им дают там деньги сверху, ну, чеченские там, ну, главари там, и потом их вот повышают должностями, которые нас поймали там, то есть на результат, можно сказать, Тунжский район, там, РОВД. И после того они уже повышали должности, некоторые Наурский район начальником стали, некоторые, которые были рядовые, стали, как этот, секунду, участковым, ну, оператором. Ну, понятно. Вы утверждаете, что во второй раз за вас взялись из-за разговоров с подставными лицами в интернет-чатах. Чем же вы привлекли внимание силовиков? Ну, я там написал, когда они вот... Я туда зашел, когда я просто чисто там общаться с девушками, там больше ничего. А потом там со мной так разговаривают, что про религии, еще что-то угрожают. Ну, как конфликт уже завязывался. И я пишу им, угрожаю, короче, они угрожают меня. Я тоже им, короче, говорю что-то там, плохие слова, я вас тоже так и делаю, ну, убью, там, не убью, там, всякие. И потом они вот забирают 11 декабря 2009 году. И на место из дома, как они посадили машину, подвезли, то есть они вот завязывали на меня вот олимпик, который у меня одет был. И потом они вот как быстро ехали, примерно 20 минут или полчаса, так они ехали, сразу предоставили его на базу ОМОН чеченский. Там какой-то частный дом, это напротив их штаба вот ОМОНа. Они там развязывают у меня вот олимпийский, который у меня был одет. И они вот требуют, то есть говорят, давай рассказывай там про боевиков, что-то ты все, что знаешь, что еще был раньше тоже какая-то пособником террористов, так говорят мне. Я не владел никаких информаций. А я вот им говорил, прошло вот ну, там 2 недели, то есть прошло там 5-6 дней, и говорит вот, начальник штаба ОМОНа, вот, Хизриев Адам, вот, Жалаудинович. Ну, он как представился там, когда я сидел, как по имени Аслан, начальник штабом из Санторой, он родом из Рамзана Кадырова. Ну, он говорит, короче, я тебе вот сейчас отрошу волосы, ничего, ты жди, короче. Мне вот так говорит он на лицо. Мы тебе сейчас отрастем волосы, там, бороду, и несколько времени продержим, короче. Как похожим станешь боевиком там, короче, мы тебя на спецоперации бросим, короче, и сделаем такой результат, короче, дадим как, ну, как боевика. И они вот, я им лично сказал, как уже прошло 3 месяца, то есть 2 или 3 месяца вот к этому начальнику штаба я говорю, уже мне этот, уже, я с ума схожу в этом подвале, прикованный еще. Ему давай ты, хоть там, кроме убийства, кроме там взрыв, там, кроме похищений, давай хоть любую там преступление я на себя возьму, давай ты, короче, посадите меня в тюрьму, я говорю. Они говорят, нет, говорят, ты сиди, говорят мне. И потом он, короче, говорит, твой отец подал там жалобу в Европейский суд, и если ты будешь там с ними, ну, отозвать там, постараешься потом разбираться там, отозвать жалобу, ну, тогда мы, короче, будем тебя отпускать. Через месяц меня вот освободили. Ну, и спрашивайте. Как же вам удалось спастись? В Чечне, как правило, из подобных ситуаций живыми не выбираются. Что помешало силовикам поступить с вами по собственному усмотрению и вас все-таки отпустили? Ну, им не удалось, потому что они не могли выдать меня за боевика, потому что уже
подняли весь шум во всем мире, можно сказать. Они просто могли убить, но им это не пользу пошло, потому что убить это уже одно. Они хотели вот выпустить меня сначала, и потом, короче, после того свешивать те теракты, которые они сделали, там, метро кто-то там сделал, я не знаю. Они хотели навесить мне это преступление. И поэтому еще, можно сказать, так и освободили. Ну, там еще много в голову приходится. Ну, каков сейчас ваш статус? Вашу семью охраняет государство или вам помогают только правозащитники? Я скажу так, в первую очередь Аллах нас охраняет, потом по программе там защиты свидетелей так охраняет. То есть вы находитесь под охраной российского государства? Да. По информации правозащитников, только в Чечне в год без вести пропадает около сотни человек. Почему в вашем случае государство решило проявить такую заботу? Может, кто-то использует вас в политических целях и сводит счеты с Кадыровым? Да пусть ведут они с Кадыровым и с всем это счеты. Но я думаю, это не связано с нами насчет Кадыровым. Там я против Кадырова ничего не имею, потому что я против власти ничего не имею. Я просто против несправедливости имею отношения, которые похищали меня вот, и издевались надо мной. И я думаю, они с Кадыровым никак связаны по этому делу, они не будут сладиться с этим. Ну, у них такие разногласия не будет. Понятно. Вы хотите покинуть Россию? Знаете что, я скажу так, я честно сказать, свою родину люблю очень, даже чем других людей в Чеченской Республике, вообще Северный Кавказ. Но сейчас у меня вот такая ситуация сложилась, вообще уехать из этого России, потому что мне вот возвращать в Чечню и жить в России вообще нет возможности, потому что они сперва поймают меня и потом, короче, там пытают, будут пытать и убьют они, короче. Все до единого там сначала до ОМОНа, там всех чеченских там силовых, потому что они вот таких, как я, они не любят, потому что против них это получается. Когда я правду говорю, им это не нравится. Но ваши родственники остаются в Чечне. Что будет с ними? Я за своих родственников боюсь, но такая ситуация сложилась. Но если будут трогать моих там родственников, они ничего не изменят. Ну, вообще, я за себя так не боюсь, за свою семью, потому что за меня, чтобы не случилось ничего там с семьей, я боюсь так. А так, бояться так ничего. Господин Умар Пашаев, благодарю вас за интервью, удачи вам. Ну, спасибо вам тоже. До свидания. Это была правда Ислама Умар Пашаева. С его слов, жертвы беспредела, творящегося на российском Северном Кавказе. До скорой встречи в программе «Ваша правда» на канале ПИК.